Wi-Fi у нас отрубился. Ну-ка, сейчас. Так, сейчас. Конечно, хреново, что против солнца. Сейчас, подожди-ка. Вот эту штуку сейчас. Может быть, вот он сюда как раз. Блядь, ну ты поправился, пиздец. Ты, блядь, еще громче можешь говорить свои идиотские мысли? А что здесь идиотского? Мы в прямом эфире находимся. А ты не сказал? Ну, я тебе говорю, что я тут с телефоном, блядь, копаюсь, нахуй. Серега, блядь, у тебя уже деменция началась. Ёпта. Всякую хуйню порешь, блядь. Придется отрезать, блядь, час эфира. Так, а где микрофон, кстати? Ты видишь еще один микрофон? А, вот он. Я думаю, что за глюк, короче. Вот это, у кого деменция? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня пятница, 12 декабря 2025 года. Сегодня снова с вами в эфире я, Зуртан Халтаров. И гость нашей студии, постоянный гость надень наушники, Сергей Власенко. Ну что там, Сергей? Какие новости на политическом, так скажем, небосклоне? Да я думал, сначала вступление будет от вас. Добрый день, слушатели. Не, ну, последняя неделя достаточно была обильная на события. Там, значит, начиная с того, что, значит, поссорились Каспаров с Карамурзой. Ну, это ближе к концу, конечно, недели, но у кого как неделя начинается. Дальше. Еще что Ну, что там, Теодоролополос, там председатель ПАСЕ, короче, он пригласил, собрал всю эту вонючую кучку, как я ее называю, Ну, короче, зачем русской это? интеллигенции, хороших русских так называемых. И самое интересное, что они кого там, инородцев-то и не пригласили. Никого. Ну и становится Ни понятно, одного, почему там две бурятские активистки, дурочка, аутисты, как их называю, короче, они развернули внезапно кампанию там против, значит, председателя такой организации Indigenous People. Павел, если я не ошибаюсь, Павел Сулинзига, что ли? Все время забываю их, там много Сулинзиг, один из них Родион, но вот этот основной, по-моему, Павел Сулинзига. И, значит, ну, развернули кампанию травли, причем история довольно такая тухлая, и там даже, в общем-то, как я так понял, что дальше в Грузии, в Тбилиси она не получила своего развития, ну, поскольку фактически отсутствовал состав преступления как таковой. Но для вот этих вот крикливых шизофреничек различных, там, людей с половой дисморфией и со всем прочим, это, конечно, естественно, является, ну, таким триггером. Как бы. Вот там, надо же, мы там защищаем права вот этих маленьких там вымирающих народов, а вот у них там все не слава богу, да вот они там такие же мужланы, как и другие. Ну, то есть, в общем, это, короче, такой а-ля бабий бунт, а-ля вот этот извращенный левацкий
эвакизм, когда там всех вот этих ущемленных, страшных женщин, значит, никто и насиловать не собирался, ну, это они устраивают, значит, какого-то рода провокации и так далее, для того, чтобы к себе привлечь внимание. И одно дело это привлечь внимание к какому-то процессу, какой-то проблеме, другое дело к своей личности. Ну, я вот в среду был на одном из мероприятий, в общем-то, посетил его. Это был научный, значит, семинар, туда пригласили несколько выступающих, в том числе из Монголии. Ну и зачем-то пригласили аутистку Вьюшкову, которая сейчас, видимо, за деньги или, может быть, действительно обладает какими-то как будто бы сверхталантами в области этнологии и этнографии, но она там учится значит, В Англии. ну, да, в Англии, в Кембридже, значит, магистерскую работу ведет. Хотя у меня такое ощущение, что, судя по докладу, ну, я как и ожидал, что она больше нервничала не из-за того, что я приду, а из-за того, что ее доклад прослушаю. Потому что, ну, судя по всему, я был единственный, который до этого неоднократно, ну, приходилось вот это слушать, вот эти там на БСЕ где-то еще она выступала и так далее. Но это вот набор определенных фраз, определенных каких-то вот так составленных предложений, ну, которые как будто бы должен, ну, составить впечатление, что девочка умная, что вот она сама там сформулировала идею, там, значит, обработала данные там и так далее. Ну, на деле, в общем-то, ну, она позиционирует себя как ученый, там, кандидат наук химических и так далее. Но у меня такое ощущение, что вот этот доклад этнографический, так скажем, ну, вот, да, и как если бы тебя кандидат сделать, химических наук в области этнографии. как тебя сделать вот этим, например, как и ученым, и ты вот такой же доклад тоже там на коленке напишешь. Ну, то же самое. То есть, ну, на каких-то дурочек типа Молодаева или Ханхалаева это, конечно, производит впечатление, что надо же, ой, она там какие-то слова там незнакомые сказала и так далее. Но по факту, если вот так посидеть, послушать, то, конечно, бредятина она полная. Это раз. А во-вторых, конечно, ну там все это закончилось провокацией, потому что, видимо, все-таки, ну, ты человека, когда не наблюдаешь, да, пациента, так скажем, ты окончательный диагноз не можешь, так скажем, сказать. Но тут явно я понаблюдал там, ну, за поведением, за движениями там различными, там, за какими-то, значит, вот этими ужимками, ухмылками там и так далее. Ну, у нее явно, то есть, какое-то достаточно серьезное расстройство. Поэтому, ну, я посчитал, что зачем там что-то предпринимать для того, чтобы она там еще в больший какой-то там катарсис впала или в какой-нибудь, знаешь, там состояние там полубредовое или психотическое, или, может быть, вообще бы испытала какие-то ранее неизведанные для себя чувства и там уж влюбилась в меня там или еще что-то. Ну, то есть, в общем-то, ну, понятно, что бывает, что люди просто, так скажем, в интернете они такие, какие в жизни, да, а тут, ну, понятно, что там интернет у некоторых, там, скажем, раскрепощает, так скажем, вот какие-то свои потайные, значит, желания, там, позволяет, знаешь, вот высказываться. Ну, а потом действительно, ну, такая серая мышка, неприметная. Я-то думал, что, ну, тоже был под впечатлением того, что там есть некоторый образ такой вот ученый, там, вроде как, ну, зная там ее родителей, которые тоже, ну, как бы занимались там науками, какими-то там, в общем-то, исследованиями, довольно разумная. Ну, а потом становится понятно, что, видимо, она просто довеском к мужу шла, то есть мужа куда-то попросили, он ее, ну, так, перевозил, не бросал, надо отдать должное, короче. Ну, может быть, на стороне у него там вторая семья, так скажем, неофициальная, да. И он ее, ну, как бы держит, да, ну, поскольку вот как мы же в ответственности за животных, которых приручили, да. Ну, поскольку вот она там вроде как не есть, не пить, не просит, короче, что это делает, ну, засунем ее там, значит, по профилю в какую-нибудь такую говеную лабораторию, где она там будет сидеть, что-то химичить и так далее. Ну и вот, судя по всему, это так. То есть, вот для ученых, которые наукой занимаются, ну, не секрет, что полно таких, значит, династий, в которых и муж, и жена занимаются там наукой или бизнесом, да,
Ну и жена там идет просто тупо довеском, короче, да, и в этом отношении ничего тут нового нет. И, к сожалению, вот Вьюшкова, она именно как раз, Такая, да. как раз такой, потому что, ну, я еще удивлялся, как она там такие резкие высказывания, ну, тоже вот этого интернетного жанра, Она сама откуда? значит, ну, она с Новосибирска, Мгм. а вот эти вот высказывания интернетного толка, вот оно, значит, это просто для привлечения внимания, потому что, ну, очевидно, что, конечно, аутистам в советское время тяжело приходилось, их там били часто, не лечили, терапии не Да было. И тогда и вот, диагноза такого не было. ну и дети вот они вырастали, вот для одних дураки, для других там какие-то, значит, это, но примерно что-то похожее я там наблюдал в среде, значит, вот этих политических активистов в Бурятии. Ну, они об этом не говорят публично, но им нравится вот это всеобщее внимание, знаешь, когда о них там СМИ пишут, когда их там приглашают. Ну, и они вынуждены вот такую марку держать, что вот они там такие мощные там правозащитники и так далее. А по факту, ну, когда начинаешь там ближе, так скажем, заниматься материалом, понимаешь, что ну, там довольно люди своеобразные просто. То есть, и к ним вот кто-то приклеил этот ярлык, допустим, да, там ученые, ярлык там, значит, правозащитницы. И вот они, ну, как бы этого держатся, придерживаются. И это то же самое, как вот в начале недели всплыла информация, что Кара-Мурза это теперь президент России в изгнании, короче. Ну, ты понимаешь? Ну, как ты вот можешь это Да прокомментировать? никак я не могу. Это ж глупость чистой воды. Кара-Мурза, президент в изгнании. Что Ну, ты? причем, я не думаю, что это немцы Да нет, придумали это не сами. То немцы, это есть, не немцы придумали. Это кто-то кинул идею. Я даже думаю, что эти же, он же с тюрьмы уехал, он, Яшин и третий, как его фамилия, Пивоваров. Пивоваров. Вот они придумали это, и типа мы же сидели, мы такие, вот они и кинули эту идею. Ну, а как ты думаешь, вот там кто-то писал, что там Каспаров в лучшем виде пацанских разговоров предъявил претензию там на ужине. То есть перед заседанием там у них состоялся, видимо, товарищеский ужин, короче, это так Ну, к называется. этому я просто отношусь. Каспаров такой, он, как он выступил в Галифаксе, всем Мгм. отчебучил там. И Ну Трампа, да, и мне даже всех. некоторые белорусские активисты сказали, что Да, единственный, кто из вашей вот этой всей братьи, так скажем, мне нравится. Я Каспаров. говорю, ну, я, во-первых, не из той Ну братьи, да. короче. Ну, она имеет в виду, что вот из, так скажем, Правозащитник. из Да, да. российских этих, с гражданами России, которые, так скажем, выехали. Ну, вот это, что Каспаров, все, как он жестко там сказал Ну и так так далее. он один, а остальные все. Поэтому тут и так и преподнесли. Не, ну это то же Пишут, самое, пишут. как вот эти трусливые, не трусливые, а вполне понятно, почему, чем это вызвано. Там создали такой комитет независимости Бурятии, а он по факту вот, он не существует. И я долгое время думал, ну, ребята, ну зачем создали? Ну ладно, там аффилиации не хватает, ну до фондов не Подожди, доросли, так он сейчас например. есть этот комитет? Про него вообще ничего не слышно. Ну, конечно, потому что не слышно, потому что создали его под... То есть их даже организации-то нету. То есть я-то думал, что организация худо-бедно оформлена. Как съезд народных депутатов. Ну, то есть, да, то есть они каким-то образом оформлены в виде там, с формальной точки зрения. Но ручки-то не дошли, либо раз, либо ну, просто тупо бабок нет. Мгм. Ну и потом, да, действительно, я вот вижу по, значит, большей части вот этих, значит, российских, так скажем, старше 40 лет активистов, ну, сложно для них это все делать, за них там всю жизнь кто-то другой что-то делал Делал, там и да. так далее. То есть они, ну, такие люди, которые, так скажем, ну, что-то самому сделать это довольно тяжело, Да, не, они не делают. кроме того, как выступить там и так далее, потому что ну, это немножко бюрократическая работа, там нужно грамотно все это составлять. Здесь вот в Польше, слава богу, есть организации польские, которые помогают таким людям, то есть вполне можно воспользоваться, ничего страшного нет. Единственное, что нужно там написать грамотно e-mail, чтобы тебе ответили, там, пятое, Ну да, десятое, вообще, чего ты короче, так хочешь, что да. ничего страшного в этом нету. Ну вот в начале, уже в конце этого года, в начале 26 года я все уже
документы подаю на открытие фонда. Естественно, это вызвало какую-то там говнобурю, так скажем, А зачем в ты определенных объявил кругах. так громко? А? Ну, а зачем ты объявил об этом? Не, я не объявил, я там сказал парочке людей, и И там, так все значит, поплыло? не, ну, так скажем, я зато установил, кто сливает информацию, Я понимаешь? понял. Кому в будущем доверять нельзя, и поэтому тут ничего страшного, ничего удивительного нету. И как бы так, что-то я мысль потерял, на чем мы закончили. О том, что... Ну насчет это Карамурзы Да-да-да. и этого, как его. Так а Каспаров. что кто в итоге в это посе лезет? В ПАСЕ будут известные люди. Это Ходорковский со своей организацией, тем более, что Ходор. у него прошел последний суд, все уже заключительный суд прошел международный, без всяких возможностей уже апелляции и всего. Присудили Путину, ему должен 67 миллиардов. Все, и Путин уже не Ага, даст. то есть Ходор для того, чтобы укрепиться, вот за эти бабки зацепиться, которые Евросоюз арестовал. Он Значит, уже так. зацепился. Нет, ты не вот эти, Ага. не российские. Про эти 200 миллиардов, это чисто украинские или кто. И вчера Евросоюз объявил, что эти деньги замораживаются на неопределенный срок. Все, что ни Трамп, никто там не сможет их трогать. Все, они заморожены. И они ждут только своего настоящего владельца, это Украина. Все. Вот. А то, что связано с Ходором, я думаю, что да, что ПАСЕ как раз оно, узнав о результатах этого последнего суда, они как раз отнеслись к этому очень положительно. И поэтому Ходорковский, Каспаров, ну ФБК, наверное, тоже, они все будут членами ПАСЕ. Ну там Гудкова, Чирикова. От представителей, так скажем, деколонизированных или колонизированных народов, кто Никого. На данный момент. То есть, короче, вот никого нет. эта вот байка о том, что, значит, из 12 мест треть предоставят там, значит, представителям Не, да там колонизированных народов, их уже это на байка. данный момент уже больше 12. Ты что, Ходорковский, Каспаров, Гудковы, Чирикова, все эти ФБК, их там То есть их уже со всеми там 8, да, короче. Да не 8. И у них уже их началась там внутривидовая 12 свара, из которых, значит, выкинули там. Я вот сейчас вот, например, переписывался сегодня с Шевченкой. Ага. Там она влезла в комментарии под постом Андрея Григорьева, по-моему. Ага. Ух ты. И я написал, так я говорю, вот именно по этой причине, значит, Шевченко хочет представлять Бурятию, так скажем, в ПАСЕ. Что, серьезно? И Шевченко мне ответил, что я Бурятию представлять не хочу, я просто там поблагодарил этого Теодорополуса за то, что вот он предоставил место типа выступления для российской оппозиции и особое место для там коренных народов. А я и пишу, про какое особое место... Каких коренных народов? Ну, коренных народов вы говорите, короче. То есть, и она что-то там, значит, ответила мне, что типа вот на плоском или там на ровном каком-то месте вы вот придираетесь ко мне, значит. Ну, я ответил, а что, говорю, коренные народы это плоское место или еще что-то в этом роде. Ну, то есть, потом отскринил это, дал свой пост, конечно, ну, по поводу того, что, конечно, красивым женщинам многое прощается. Ну, за то, что они красивые. И я вот, собственно, в прошлом году на встрече здесь Ходорковского и общественности, так скажем, присутствовал. Ну, то есть, фотографии и вообще то, что у него там в профиле какие-то эти фото, они еще со времен суда над ней там и так далее, они вот специально так делали, знаешь, фотографировали, чтобы, так скажем, фактуру не показывать. А фактура-то очень даже ничего, так скажем. Ну и понятно, что она к этому привыкла, это там частью ее имиджа и образа является Шевченко, о том, что она так, такую беззащитную женщину из себя строит и так далее. Ну и большей частью в мужском сообществе это, естественно, работает. Но есть такая тема, куда лучше не залезать, как говорится. Тут коренные народы там могут по шапке надавать. Ну и, соответственно, вот я давал еще интервью нашему уважаемому другу Денису Угрюмову, значит, еще перед тем, как пойти в среду, значит, на вот это мероприятие, устроенное, значит, Варшавским университетом, институтом этнологии.
Ну, я сказал, что вот вы там должны с этой Вьюшковой там поговорить. Я говорю, ну, говорить не о чем, потому что мы на разных полях находимся абсолютно. А во-вторых, я говорю, ну, я буду разговаривать только с ровней, безусловно, себе. Ну, там понятно, что это не политическая активистка никакая, там не деколонизационная активистка. Ученая, ну, что-то есть у нее, но, по крайней мере, она сейчас пытается обучиться, может быть, там через какое-то время из нее там толковый, ну, средней руки такой этнограф получится какой-то, но пока я вот что-то абсолютно не вижу, что она сама способна ставить цели, анализировать их, проводить соответствующие исследования, потому что, ну, у меня такое стойкое ощущение случилось, что ей кто-то там помогал в ее научной деятельности. Вполне возможно, что это муж или там еще кто-то. Не, ну родители вряд ли, но я думаю, что вот опять же это такая ситуация, когда там, значит, жена идет довеском к мужу, ну и ладно, там, что-то посмотрим, куда-то засунем там на какие-то. Ну, так, чтобы лаборантка не работала, короче, ну, куда-то пошла. И знаешь, есть вот такие вот женщины, которые вечно учатся вместо того, чтобы там заниматься семьей, рожать детей, быт в доме создавать, значит, уют там. Да, ну, я представляю, муж с работы приходит, а Вьюшкова сидит в интернете собачится там, например, с кем-то, да. Еще там, наверное, все это началось в глубокой юности, там, где под анонимными, значит, различными этими сидела, троллила там и так далее. То есть, потому что, ну, видно, что вот какое-то такое второе, так скажем, естество из нее там периодически пыталось вылезти. Но я не психиатр, не боюсь, что, в общем-то, предположить, но вполне у меня такое ощущение складывается, что там бывает же, что у людей там несколько личностей в голове живут, ну вот их когда там триггерить начинает, то одна вылезет, то другая, то третья там, и так далее. Но это, кстати, психиатрический диагноз, и, как бы, там лечиться нужно, принимать таблетки. Поэтому с виду ты не скажешь на самом деле, что вот у человека там 3 или 4 личности живет. Ну, никогда не узнаешь. Там их нужно садить надо с ним много общаться. в камеру, садить в камеру, значит, там. Ну, это чтобы еще специалист был. Некоторые же думают, ну ладно, там настроение у него поменялось или еще что-то. Потому что говорит-то он же тем же самым голосом, короче, и так далее. Хотя это может быть вполне абсолютно какая-то другая личность. Хотя вот эти психиатры, когда таких ловили, их заставляли письма писать. И вот там даже у них почерк отличается. То есть вот настолько там эти психиатрические изменения, а тем более сейчас, когда эта информация стала доступная, многие же научились прятать свои вот такие сверхспособности. Это к Трампу хорошо относится. Психопатические. Не, ну у Трампа там же были... Это чисто психиатрическая личность. Были разговоры, что у него вот нелеченный аутизм детский. Я не знаю про аутизм. И который то, вот... Чисто психиатрический объект, это 100%. Он даже когда врет и его уличают во вранье, он говорит, да, я соврал. Ну, живите с тем, что я вам говорю. Не, ну это психопат. Это высокофункциональные психопаты, есть такое понятие. Ну, если, допустим, через какое-то время, значит, ну, Вьюшкова вдруг убьет своего мужа, разделает его по кусочкам и где-нибудь захоронит, но я не удивлюсь. Хотя они могут на пару этим заниматься. Ты такая характерная женщина. Не, ну, видно, что вот я на нее просто смотрю, она, ну, так, глаза отводит, короче, в пол смотрит там и так далее. Нет, она, видишь, дело в том, что некоторые мои знакомые, они мне говорили, что ты вот прям оценивающе смотришь. На нее? На них. А-а. То есть им вот они испытывали дискомфорт вот от того, как я на них смотрю. Ну, не знаю, я... Но это же было во время чего-то, это же не просто так ты смотрел, а или передача. Не, все, они говорят, что все время. Все время такой у меня взгляд. Ну, некоторые это девушки. У них уже что-то ненормально. Да не, ну, они просто красивые внешне были очень, понимаешь? Ты имеешь в виду женщин? Женщин, да, на которых я смотрел. Ну, может быть, они что-то тоже считывали, им становилось, так скажем, немножко это, как его, жарко в определенных местах. Но вот я так поглядывал на Вьюшкову, ну, это она как-то вот такая нелюдимая, там, значит, это, ну, я думаю, что там продолжать отвечать, слово брать там и так далее. Ну, собрался и ушел, хотя, ну, заранее было договорено, что я прихожу, только слушаю и ухожу. То есть, хотя я прекрасно знал, что там какие-то мероприятия обычно после таких бывают.
Ну, что там, потому что спиртное там туда-сюда, ну, мало ли, там что-нибудь, какая-нибудь провокация случится. Зачем такое, правильно? Так, следующая тема нашего разговора это что там пролетает Пономарев мимо ПАСЕ, все вот Я думаю, съезд что народных и депутатов, Пономарев, и Курносова. потом, значит, там Сергей Антонов, еще от кучи разных организаций они подавались. То есть, есть ли у них вообще Антонов шанс разве пройти? подавался? Пономарев, Да. Ковалев. Кто там еще у них? Громче говори в микрофон. Пономарев, Ковалев, Гуляев. И главное, что они нормально записались, поставили себя в очередь в участие в ПАСЕ. И в последний момент, даже может не в последний, а уже после последнего, вспоминают: извините, друзья, но мы же забыли Ушацкого вписать. Давайте что-то срочно предпримем, переделаем список и Ушацкого впишем. Новые революционеры. Главного своего революционера забыли вписать в ПАСЕ. И та же ситуация у Курносовой. Ей срочно звонит Сидельников и говорит: вы что, блядь, вписала, она тоже там, вписали они себя человека 4-5. И Сидельников звонит, говорит: вы что, забыли меня и Вильямса, что ли? Ну, ты вообще все секреты раскрываешь. Да какие здесь, причем здесь, какие секреты? Открывай интернет, там все это открытым текстом написано. Ну, в общем, И я хоть там ходил, столовался в ваш съезд народных депутатов, но, откровенно говоря, не особо слежу. Я так знаю, что вот Сергей Антонов там подавался, потому что, ну, у кого-то какая-то серьезная активность. Но там же дело в том, что я так понял, что ПАСЕ собирает анкетные данные по персонажам, короче, по персоналиям. Оно уже собрало все. И вот они собрали. Нет, они до Нового года они собирают, а потом уже там происходит какая-то то ли выборка, то ли жеребьевка, то ли... Ну, непонятно каким способом, в общем. Но... Нет, почему? Они сказали официально. Так, ППС сказали, что вы предоставляете нам всех, кто у вас есть, а мы сами будем назначать, кто к нам придет, и все. Ну ясно. Ну, тогда... Никаких выборов, ничего не будет. Мы сами будем звать, кто нам нужен. Ну, и тогда становится понятно, почему, значит, Вьюшкова с Молодаевой, значит, по указке хороших русских. И это если по указке хороших русских, потому что, как мы знаем, Путин, он начал забрасывать свою агентуру спящих агентов и полезных дурачков с того момента, как он пришел к власти. Когда там сразу появились вот эти раздутые статьи, значит, закрытые статьи бюджета, так называемые, на деятельность спецслужб. И тогда действительно вот в середине 2000-х годов там, ну, Европа, Запад, они там принимали большое количество, в том числе российских ученых, там, выпускников вузов там, и так далее. Есть определенный список вузов, когда там, ну, просто брали, так скажем, даже еще студенты, не успев окончить, их могли сразу завербовать и сказать, что давай все, нам сразу в магистратуру идешь, он даже бакалавриат не закончил. Понимаешь, вот даже вот такие, ну, то есть, это называлось, конечно, утечкой мозгов, но тут утечка мозгам, утечка мозгам, как говорится, потому что утечка мозгов, вот из США она может идти, утечка мозгов, но никак и не из России. И поэтому, ну, там просто нужен кто-то, чтобы работал, чтобы не было там, допустим, 100% одна организация, одни китайцы, например. И поэтому садили всяких тех, которые там подешевле, так скажем, да, обходятся, потому что вот я как-то с одним в 2009 году я обсуждал там с Бурятией, вот он говорил, я в Америку поеду и так далее. Ну, я его спрашивал, какие у тебя условия, там, 5-10, он говорит, да вот, я поеду, я там буду работать за $5000. Ну, он, видимо, рассматривал какое-то объявление, где там научным сотрудникам предлагали такую сумму. Я говорю, а зачем американскому профессору ты нужен? Ты вот такой дурной вообще, ну, неконтактный и так далее. Я говорю, он возьмет лучше на эти же деньги, на $5000. 3 индейцев. 3 китайцев тогда на тот момент, рост происходил просто, 3 китайцев, которые будут учиться значит, в аспирантуре у него же. И они будут делать в 3 раза больше работы, чем ты сможешь. Я говорю, тебе надо туда ехать учиться, говорю, тебя никто туда каким-то, значит, приглашенным там работником туда в Соединенные Штаты не возьмет.
И вот в этом есть, конечно, особо большая проблема вот у малых народов, что вот есть какая-то неуверенность, потому что я таких на своем веку перевстречал достаточно много. Там еще был такой вот у нас профессор Танганов, и он вот историю рассказывал нам, студентам, по поводу того, что его еще в советское время пригласили, он учился в Москве, там, ну, и как такой этот, прям, ну, аналитик, ну, химическая аналитика. И вот она на заре химических, значит, науки, это очень была такая мощная, значит, отрасль, в которой, Мгм. ну, так скажем, вот она, собственно, в базисе современных химических научных исследований, вот именно химическая аналитика стоит. И тогда, действительно, там во Франции, это родоначальники фактически химические аналитики, там, начиная от Лавуазье и так далее, у них были хорошие институты. Но она постепенно с годами отмирала, потому что появлялись новые отрасли, туда более перспективные с точки зрения технологии, науки и зарплаты и вообще всего исследования. И они постепенно так загибались, эти отрасли. Ну и вот и он рассказывал как раз в том числе про это, что его один из вот этих, чуть ли не директор этого аналитического, пригласил на стажировку. Ну и тот, вместо того, чтобы сразу из Москвы поехать на стажировку, решил на годик вернуться к себе в деревню. Ну, естественно, Не потом понял. его никто не пригласил. Мгм. Ну, ты понимаешь, ну, то есть, вот и много таких историй, случаев, и это преподносится как то, что вот удаль такая, знаешь, что я вот отказался в пользу деревни и так далее. И, конечно, вот много толковых вот специалистов испились и стали там чиновниками какими-то, потом, так скажем, ну, то есть выбрали что-то такое вот, финансовое благополучие там и так далее. И, конечно, много вот было таких людей, которые, ну, как бы потерялись, хотя для бурятской науки и вообще, в принципе, для науки мировой могли сделать многое. Но вот мы зато восполняем этот пробел путем вот этих женщин, жен, так скажем, ученых. Там тоже бывает такое, что женщины, вот они как-то больше любят учиться, ездят там по различным странам, там находят вот этих вот, значит, мужиков из научных среды. Но, естественно, к ним потом поступает, видимо, предложение определенного рода и характера. Понимаешь, да? И поэтому вот такой проброс тоже среди вот этих всяких там якобы занимающихся наукой тоже очень велик. Но они официально работают, как бы, то есть просто предоставляют, видимо, отчеты в период, когда они ездят там навестить своих родителей там и так далее. Ну или, может быть, родители связанными являются. Мы же не знаем все полные картины. Может быть, там у кого-то там отец там в войсках КГБ служил, например, или там еще чем-то занимался. Встречаются на нейтральной территории. Он как этот Рогов. Он же там со своей женой отправлял флешку. То же самое. Нет, ну это вот как ты говоришь. И я никаких намеков, кстати, не делаю. Я просто рассказываю про историю. То есть все остальные умозаключения, в том числе клеветнического характера, это все на вашей совести. А я просто рассказываю, что как бывает в этой среде, так скажем. Не, ну видишь, все руководители, вот как ты вот про нее говоришь, у меня родители тоже были. Это папа. Опа, 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 опа. А все руководители, как правило, они все сотрудничают со спецслужбами. Хотят они этого или не хотят, но они все с ними сотрудничают. Поэтому ничего здесь удивительного. Что она ездит там к папе, к маме, там, в отпуск. Заодно и везет отчет. Серега, ты куда едешь, рассказывай. Я никуда не езжу. Пока. Кому докладываешь, Серега? Не, я Рассказывай. кому докладываю, Колись. это только я знаю. Колись. Вот видите, настоящий. Такого не расколешь. Я его все пытаюсь поймать, вывести на чистую воду, сдать в АБУ. АБВУ. Куда сдать? АБВУ. Короче, ну и все никак не получается, короче. Не там ищу, видимо, не не там получится, копаю. да. И словами Жириновского, лучше вместе ударим Ну, про по менту Жириновского, Хасоеву. Жириновский тоже не от себя все выдавал порой. Если ты знаешь, такая организация была, она, в принципе, по-моему, еще и есть. Вот. И он выступал еще много очень от нее. Да там про него рассказывали такую историю, что он, будучи там на стажировке в Турции, был оттуда депортирован, потому что занимался пропагандой коммунистических ценностей. Там, короче, коммунизма начал партидать. Ну, то есть, это такой человек был, видимо, у которого сидела шила в заднице, и, в общем-то, он знал, что хочет с самого детства. Бывает же такое, что
дети там, ну, в хороших условиях растут, знаешь, так, в общем-то, особо стремления, устремления нет, там, Ну значит, да, как-то ну, вот что говорю, сын не хотят видел. нормальной жизнью жить, а там, ну, тяжелое, трудное детство, вот это вот нищета там и так далее, всегда хотелось жить богато, ну, вот его использовали таким способом, которым использовали, поэтому ничего удивительного в этом нет. Так, вот он мне Да. пишет, здесь один этот, Мгм. как его, Кто? какой-то Борман пишет, короче, Мгм. пишет, Аян БНД Богатур из профсоюз Бурятии с вами. Это провокатор, в первую очередь, это бывший сотрудник УФСИН, мент, работал в ментовке вражке какое-то время после увольнения из, значит, внутренних войск. Ну, сейчас это называется Росгвардия, а до раньше называлось внутренние войска, короче. Мгм. Я не знаю, почему он не продолжил семейную традицию и не пошел в, Менты? нет, в военные, профессиональные военные, потому что у него отец военный был. Ну, не знаю, по какой причине, видимо, потому что, ну, как бы, э, ну, может, уже были, там, скажем, какие-то определенные условия, там, может, там, приводы какие-то по малолетке были, там, хулиганка, Да, еще это для чего-то того, там. чтобы стать военным, приводы по малолетке Не, какие-то. ну, офицером-то может стать, понимаешь? То есть, так, Конечно. каким-нибудь сержантиком или там этим каким-то пойти, это Почему может. офицером может стать? Ну, не знаю, тебе виднее, короче, так. Дальше там. Сейчас говорят, что вот пишет один, значит, что вам непонятно, говорит, Вьюшкова русская, как и Игорь профсоюз, пишет, русский. Ну, конечно, то есть они просто монгольской внешности, так скажем, родители у них тоже оттуда, с моего региона. Ну, вот ментальность, она напрочь русская. И я вот как-то... Сейчас. А ты говоришь, что ты на съемках Подожди, такой нет. ерундой не страдаешь. А что, Все, Вьюшкова поймали сильно его. похожа на... Не, но дело в том, что вот когда она начала там что-то ботанить, я так это называю, значит, там призывать там к деколонизации, там пятое, десятое, короче. А я говорю, а почему все эти деколонизаторши бурятские, они не деколонизировали свои фамилии, свои имена? То есть Вьюшкова, она по мужу. Так она, у нее девичья фамилия Бурлукова, наверное, по фамилии ее отца Максима Бурлукова. Там еще парочка вот этих вот, значит, активистов, типа Хазагаевой там и так далее. Тоже у нее русский муж, несмотря на то, что она вот такой пост написала по поводу того, что там, значит, у них, значит, ее там булили в детстве русские, там кирпичи чуть ли не в нее кидали и так далее. Я говорю, как при таких условиях она за русского мужа вышла? Ну, наверное, это единственный был, кто ее там приласкал, приголубил. Ну, такая-то может быть ситуация, там, как бы, в личную жизнь, зачем это. Но, я вот представляю, вот, сидит Вьюшкова, там, такие ужасные вещи, там, про русских говорит. А я думаю, а где у нее муж сидит? В доме, там, в конуре, может быть, какой-нибудь, там, я не знаю, забитый и поколоченный, но непонятно. Ну, либо, может быть, Вьюшкова там сидит, а он ее там выпускает периодически, чтобы она пару выпустила. Кто его знает. Ну, мало ли какие там девиации могут быть. Столько лет, как бы, как говорится, ну, не осчастливее. Брак же он для чего заключается? Для того, чтобы размножаться, правильно? А не так, чтобы там какая-то там горничная у тебя была там под боком и так далее. То есть я считаю, что только для этого делается. Осуществляться брак должен быть. А если жена не хочет рожать или там какую-то чушь начинает нести, так ее сразу надо с порога выгонять, чертовой матери. Так. Так, дальше. Что там дальше? Что у нас там стоит на этом, на обсуждении? На обсуждение-то ничего, я вот слушал еще просто вчера и сегодня про Лукашенко, как дурачок тоже попал. Он же задержал там несколько фур литовских, не помню сколько штук, и не давал литовцам покоя. А все, типа, давайте разбираться там,
Литовцы же ему предъявляли, что Не, ну там началось же с того, что контрабанда, да, Украина, Польша закрыла, значит, границу. границы, да. И Литва По той закрыла простой все. причине, что, значит, со стороны, собственно, режима Лукашенко, конкретно его какого-то то ли младшего, то ли старшего сына, продолжается вот это бизнес по переброске Да. И в Литву то же мигрантов самое. из Африки. То И есть в Литву они то же самое. 10-15 тысяч долларов платят для того, чтобы попасть в Белоруссию. Там все это через официально, все через МИД делается и так далее. Хотя То у есть, них у всех визы российские. ну, либо через российские визы каким-то образом. То есть, эта схема давным-давно отработана. Значит, ее потом пытались конвертировать в то, чтобы там, значит, под видом учебы заезжали, значит, студенты и потом оказывались на СВО под различными предлогами. Там вот одного поймали такого, значит, индуса, который приехал учиться и по какой-то странной ситуации начал торговать наркотиками, короче. Ну, и вот я недавно такую правозащитницу, которая внутри России сидит, слушала, и она говорит, что с 22 или с 23 года был принят закон, согласно которому полиция обязана арестованному предложить альтернативу, это контракт в армию СВО. То есть это Если- они же не просто так Подожди, а если по своей не это гражданин делают. России, какое право? А то же ты самое. имеешь А то же предлагать? самое, какая факт По закону ты не имеешь преступления вражки совершено, и они поэтому ему, соответственно, предъявляют. Ну и что там он гражданин? Ты в российской армии не права. можешь Посади его в офицером тюрьму, стать там и посади так его далее. в тюрьму за Но наркотики. Или депортируй в Индию. в этом-то и вся и суть, что большая часть это добровольно-принудительная. Понимаешь? Да, Ну, так скажем, принудительно-добровольно. уж мы не знаем, как это все в школе все это делалось еще со школьных времен. Это же там какие-то ремонты, мытье полов, это все через палку фактически делалось. Поэтому вражки, ну, там богатый опыт, так скажем, добровольного принуждения. И, в общем-то, вот сейчас у них же вся доктрина, что все народы там, которые, значит, сейчас под оккупацией, под колонизацией русских находятся, они все добровольно вступили. Понимаешь? Ну, это такая вот психотическая, это вот, психопатская вот такая идеология, и вокруг которой полно там почитателей, молятся, бегают, там, Ну и конференции значит, проводят по этому поводу. Ну и так значит, далее. Лукашенко решил наказать литовцев за то, что они закрыли границу и все там, эти фуры не отдает литовцам. И литовцы, значит, провели ревизию и обнаружили очень много активов белорусских в Литве. Мгм. Молодцы они. Очень просто и очень умно. И они говорят, вот мы все ваши активы национализируем, арестовываем. Лукашенко, конечно, волосы дыбом встали, вы не имеете права, они говорят, имеем. Вот ты забрал фуры у наших водителей, там арестовал, так вот мы твой санаторий... Причем самое это, что смешное, большая часть вот этих фур это принадлежит каким-то Рудовсковским и так далее. То есть это русская фамилия, которому добавлена вот это Но дело не в окончание. этом. Дело в том, что они сказали, мы вот сейчас продаем твой санаторий здесь, белорусский, у себя в Вильнюсе, который стоит 30 миллионов долларов. Всех фуры, которые ты задержал, стоит 18 миллионов долларов. Так вот мы на эти 30 миллионов долларов Компенсацию сделаем. к своим водителям, которых ты оставил без фур, по 2 фуры купим на твои деньги. И Лукашенко там вообще, у него и усы опали. Он думал, что он сейчас литовцев накажет, и они сейчас побегут, а они как раз сказали, парень, все активы твои у нас, мы их все арестовываем и будем... Ну да, но там еще же и международный арбитраж и все прочее, там все вот эти грязные денежки все вот этой лукашенковской банды там все Да. скроется. А Ну, потом сейчас Лукашенко- начнут скрывать всех тех, которые режиму Лукашенко служили. Да. И потом, значит, ну, когда поняли после 2020 года, что Лукашенко там может не утшиматься у власти, Ну да. как говорится, они же тоже стартанули. И у меня Конечно. один знакомый белорус говорит, ну, Белорусский народный фронт, Ага. он даже не представляет, сколько активистов Белорусского народного фронта запросили убежище по странам Европы. Ну да. Ну, тут Ну, в то одной есть, Польше сколько их. да, ну там огромное же количество организаций различных. Я Да. вот помню, даже на съезде народных депутатов там в Яблоне какие-то белорусы были. Ну, а просто я когда там говорю, давайте, ребята, сфотографируемся, они что-то бегали, убегали, прятались. И, кстати, я вот когда начал рассказывать своей знакомой белорусской активистке по поводу того, что там белорусов встретили, она говорит, кто, кого, какое демократическое? Их там, говорит, знаешь, сколько этих демократических белорусов всяких разных?
Я говорю, да, вот что-то не удалось это, я бы тебе фотографии показал, говорю, не удалось с ними сфотографироваться. Она говорит, бегали от тебя, поди. Я так удивился, говорю, Что что она в как, курсе, как да? она угадала вот это. Ну, потому что она знает, что это там, Любовь. что где есть действительно активисты там и так далее, они никогда не откажутся от того, Конечно. чтобы с тобой сфотографироваться. То есть это как бы просто... Да, согласен с тобой. Если ты публичная личность и там начинаешь фикать и отказываться от совместного фото, ну что это такое? Согласен. М. Поэтому все Ну, это... значит, с Нового года мы не увидим ни одного, значит, представителя коренных колонизированных народов в России в ПАСЕ. Это твое мнение? Я думаю, что не увидим. Вот. Единственное, что кто-то может взять функции эти на себя. Например, тот же Ходорковский скажет, что вот мы такие-то, такие-то, и вот у нас член наш, один из наших представителей в ПАСЕ, там, Петров, Иванов, Сидоров, вот он отвечает типа за Бурятию. Все, он представляет интересы бурятского народа. Мгм. Могут так Но сделать. Шевченко, она вот вроде написала, что она не собирается от бурят идти. По-видимому, они там поделили. Да, они уже Бурят, что-то видимо, поделили. будет представлять Ингерманланка, Петербурженко Александра Гармажапова, а Шевченко у нее ну, будет, наверное, типа секретарем, там, я не знаю, там, помощником, знаю. помогайлой, там, как они там Ну, это называются. Гармажапова ваша, что-то она везде тоже как-то. Но меня удивляет, что там вот как бы вот эти вот ну, две там фурии, так скажем, как их. Мне тогда, помню, Собченко подошел на вашем съезде и говорит, ой, вам надо дружеские связи с Арно завести. Я говорю, ну я не знаю, каким образом Арно меня знает, но, в общем-то, я у нее заблокированный давным-давно, значит, и, Ну, ты соответственно... выступаешь, видишь. Не, ну как, может быть, потому что я выступаю за независимую Бурятию. Ну, потому что они же все считают, что вот эти вот все ваши, что мы там не доросли до продажи собственных ресурсов. А я говорю, что сейчас при современных условиях, при современной логистике, при автоматизации систем, при сокращении вот этих, значит, маршрутов, да, когда ты можешь привезти там 1 000 000 мигрантов, они будут, вот как в Саудовской Аравии, на тебя там за 3 копейки батрачиться, а ты можешь создать там такие условия, что ты им будешь просто тупо головы рубить, там руки, ноги и так далее, и потом кидать еще по зарплате и выпинывать из страны. То есть, понимаешь, бурят на создание подобной ситуации, которая вот там в арабских странах существует, вполне возможно. Я из бурят и хочу сделать богатых арабов, на которые бы трудились различного рода мигранты, короче, за те же самые суммы, которые, ну, когда меня спрашивают, там, Володя Шафиров или еще что-то, еще какие-то, вот, станут ли русские лучше жить при бурятской власти? Я говорю, ну, как жили, так и будут. Хреново, так и будут все, жить. Я говорю, зависит от самих русских. Естественно. Ну и поэтому я вообще удивляюсь, то есть кому собираются понравиться вот эти всякие там бурятские активистки, потому что это большей частью какая-то, потому что, ну, меня спрашивают, где ваши мужики? Я говорю, деньги зарабатывают. Потому что я понимаю, что если у тебя есть возможность в Соединенных Штатах зарабатывать деньги или заниматься тем, что, в общем-то, для души, все выберут деньги, а не для души, потому что можно заработать нормальные приличные суммы. А вот когда они заработают приличные суммы, то вот для своих детей, они, конечно, если это нормальные родители, они будут желать того, чтобы дети занимались тем, чем им по душе, выучились в тех вузах, не в которых они хотят, а в которые вот дети бы сами выбрали и так далее. То есть вот надо еще немножко подождать для того, чтобы вот идея независимой суверенной Бурятии созрела, так скажем, в умах, чтобы к нам пришли капиталы определенные к бурятской нации. И поэтому, когда меня спрашивали, сколько я бурят готов загнать, значит, на передок со стороны ВСУ, я говорю, ну а сколько вы готовы им обещать заработной платы? Потому что мы же говорим, что война это в первую очередь соревнование экономик. Чья крепче, та и выдержит, как говорится, дольше. Но 100 тысяч гривен это не то, на что пойдут буряты из Соединенных Штатов Америки или из Южной Кореи, например. То есть нужно какие-то гораздо большие суммы. И поэтому, если, естественно, если вы не можете это на бумаге зафиксировать и гарантировать, поэтому никаких бурят не будет, потому что я говорю, мне буряты нужны
за рубежом богатые и живые, для того, чтобы они размножались и увеличивали бурятскую диаспору. Тут уж если вы меня как политика спрашиваете, я как политик вам и отвечаю. Не надо мне там придумывать каких-то там неведомых бурят, которые там будут какие-то акции там, значит, как она, там, саботажа, там, терроризма и так далее совершать. Ну, просто еще не доросли. С другой стороны, это не значит, что сейчас нет горячих голов, которые там готовы какие-нибудь акции самостоятельно провести в Бурятии. Поэтому как я могу взрослым людям сказать, что я вам запрещаю это делать? Правильно? Ну да. Я не могу взрослым людям давать какие-то рекомендации. Но поскольку, значит, финансирование со стороны украинцев, украинских властей, точнее, я должен говорить, что не существует, поэтому, естественно, что, ну и связи определенно не существует между теми действиями, которые, возможно, сейчас произойдут на территории Бурятии, этнической, и мной никаких связей абсолютно нет, и нашим движением. Потому что у нас основная задача — это, безусловно, создание диаспоры в развитых демократических сообществах. В первую очередь это не для того, чтобы, вот как мне один там говорил, что вот там ты сейчас всех бурят отправишь, они там все превратятся вот в этих Молодаевых, там так далее. Я говорю, ну ты видишь, мы видим только вершинку айсберга, который вынырнул из воды. Все остальные, говорю, занимаются нормальными, приличными вещами. И там куча примеров, когда люди, будучи колонизированными, забитыми, там, значит, вынуждены были копировать поведение русских, приехали в Соединенные Штаты Америки, и у них начало сознание меняться. Хотя, конечно, есть обратный процесс, потому что, ну, тоже есть вот, были такие, там, значит, активные, подающие надежды, так скажем, активисты, но в какое-то время вдруг произошла регрессия. Ну, это так бывает, когда жизнь становится довольно хорошая, обеспеченная, и гораздо лучше, чем человек начинает жить, чем жил до этого, и поэтому, естественно, что определенные паузы, спады, они должны быть, это всегда. Но после получения, конечно, американского паспорта открываются гораздо более широкие возможности для ведения бизнеса, для вообще поездок по всему миру и так далее, потому что американцы своих граждан защищают. Вот помнишь, это балерина там или какая-то непонятная женщина, которая поехала навестить в Екатеринбург свою мать там и так далее, у нее обнаружили перевод в ВСУ там на 10 или на 50 долларов. Ну, ее же обменяли. Хотя там еще несколько, значит, американцев на тот момент уже сидело. Да, а обменяли, ну, вот такую попроще, так скажем, девицу. Ну да. Которая не нужна вообще. Нет, но тем не менее, это показатель, что американский паспорт это дает широкие возможности. Нет. Поэтому я вам говорю. И вот, нет, я встречал таких бурят, дураков, которые в США там по 10, по 15 лет сидели на грин-карте и до сих пор не сделали, ну, до тех пор это было давно, не сделали американский документ, паспорт. Или хотя бы постоянное место жительства. Ты понимаешь? Ну, то есть, вот грин-карта есть, уже все сроки выработаны, Да, для того, чтобы после грин-карты пойти и получить просто, дать присягу там, значит, какие-то документы написать и так далее. Понимаешь? Ну, я вот такое вот отношение считаю тотальной глупостью, таким, знаешь, неуважением. Не то чтобы к себе, а вообще, в принципе, даже к американцам. То есть ты приехал, и сейчас же таких выявляют, которые сидели на грин-картах. Подожди, сейчас такие есть еще, да? Не среди бурят. Вообще среди всех. Да. Это общая практика. Там настолько, видимо, жизнь расслабленная, настолько, что люди даже не задумывались заниматься вот этими бюрократическими вопросами. Я согласен. А сейчас в администрацию Трампа их берут, лишают грин-карт. Нет, и выпинывают из США. На прошлой неделе было, ты что, депортировали из США даже имеющих, вид на жительство имеющих, и статус беженца, со статусом беженца даже депортировали. На прошлой неделе целый самолет пригнали из Соединенных Штатов в Египет, и всех в наручниках привезли. Из Египта в Москву. Вот у нас там, по крайней мере, 2 сидело в детеншене на тот момент. Первый это активист Тузгар Бурятия, ну, которого Марина Ханхалаева наградила всеми возможными и невозможными регалиями и орденами. Он, значит, как будто бы, знаешь, как чуть ли не тайный там серый кардинал этого движения оказался.
Ну, с ее слов, опять же, да. Мгм. И вот ему, ну, то есть, я-то знаю, что у него как будто бы слушания должны быть в конце года, чуть ли не 31 декабря. Но я говорю, ну, а где это мешало вообще американцам кого-то депортировать, короче, там, судебный запрет и так Нет, далее. Там это сколько до людей Трампа не депортировали. При сколько, Трампе все началось. сколько людей депортнули, короче. Так там, ты что, там депортировали регулярно. Сейчас там поймали Там знаешь, как депортировали? какого-то из Колумбии, значит, преступника, Нет, который в тоже не Колумбии знаю. преступник, и который в Америке преступник, значит, и он был депортирован трижды. В 2014 году, значит, в 2017 году и, по-моему, вот еще даже в администрацию демократических. Понимаешь? Но сейчас его, видимо, так депортнут, что он не ну, потом не пролезет Вернется, через да. забор, короче. То есть там же, видишь, речь-то о чем? О том, что вот те, которые границу пересекли, запросили политическое убежище, у них есть статус просителя политического Да. убежища. Трамп борется именно с нелегальной миграцией, которая там через забор проникает, понимаешь? И вот этот трафик, он не в руках американцев. То есть, если бы американская мафия или еще кто-то бы держал этот трафик, я не думаю, что Трамп бы очень сильно сопротивлялся каким-то Мгм. вещам. Это все держат мексиканские наркокартели, это все держит организованная преступность, в том числе связанная с режимом Мадуро. И вот сейчас активистка, которую наградили Нобелевской премией, она, ей удалось там тайными тропками, видимо, при содействии ЦРУ, значит, приехать в США. Норвегию, А, для того, чтобы получать. И она получить. там В выступила. Швецию. Мгм. В Норвегию, потому что Норвегия дает премию по миру. И А, ну она да. приехала туда, Мгм. за нее получила дочь, но она там выступила. Тем не Мгм. менее, сказала о том, что значит, что режим напичкан просто представителями русской агентуры, Да. значит, всяких там террористических международных организаций, о том, что он, значит, финансирование и все прочее получает от, значит, продажи наркотиков, от взаимодействия с наркокартелями. Там произошло очень мощное сращение с всем преступным миром Латинской Америки. То есть фактически Венесуэла, она превратилась вот в такое полубандитское, как скажем, государство, да, такое, построенное на непонятных принципах. Ну, конечно, они там венесуэльский социализм там и все прочее, но, понимаешь, Это создали репрессивную систему против тех, которые хотят видеть Венесуэлу демократической, потому что последние несколько выборов, которые там Мадуро украл у народа фактически, там же 50% не за него было. да там сейчас не за Тех, кто него. пошел, понимаешь, то есть это в чистом виде узурпация власти. И поэтому основная задача сейчас, конечно, Трампа, это вот разбить этот в подреберье Америки, значит, этот гнойник, понимаешь, и тогда уже мы посмотрим. И почему сейчас вот одновременно с этим, да, значит, ждут-то, то есть там уже весь флот, все уже готово для того, чтобы режим Мадуро уничтожить. Ждут вот этих соглашений, которые Украину принуждают. Потому что я же давно говорил о том, что, видимо, в каких-то вещах Вову Путин Мадуру сдал. И сейчас просто ждут, когда ну, Трамп какие-то ответственные действия. Но я надеюсь, что Украина не прогнется под это, там, под Надеюсь. американские вот эти, значит, Под давление Трампа. предложения так называемые. Да. И, в общем-то, я вот недавно работал, там, разговаривал с поляком, и вот, ну, просто интересно было польское мнение такое, знаешь, узнать. Не интеллигенция, не польская интеллигенция, а простых польских людей. И они опасаются того, что если Украина после таких соглашений перестанет существовать как Что к ним государство, придет, да? что Путин подлезет сюда и Конечно. что Никто не сомневается здесь в этом. некому будет защищать Польшу фактически. Я говорю, а как же польская армия и так далее. Ну, Да. человек, прошедший службу там и так далее, он понимает, что если он говорит, если просто Польская армия это не что украинская армия. если Путин кинет пару ядерных устройств на Варшаву, Да не, короче, ничего он не будет кидать. Пару... больше не будет, в общем. Дело просто польская армия, она хорошая, сильная, но это не армия Украины. Там абсолютно Ну, в разные. общем, победы ВСУ. Надеюсь, что комитет, значит, бурятской независимости очнется ото сна и хотя бы начнет поставлять в виде гуманитарной помощи для нужд ВСУ медицинские пакеты различного рода, если не дроны.
И поэтому А вам где надо там находится всем сейчас этот комитет? в Нью-Йорке. Там вот, значит, активистки им руководят. Но я там не договорил, что вполне возможно, что они хотели этот антивоенный комитет использовать как прикрытие для легализации, значит, для создания, клепания, значит, политических Ну, ясно. всяких активистов и так далее. Но, видишь, не получается у них, потому что ничего не умеет бездельницы. Это во-первых. А во-вторых, Да, а потому что, ну, вот они ссорятся, там вот эти сплетни ой, всякие, бля. там так далее. Ну, особенно, это большая часть, чеченцы правильно говорят, что самая умная женщина в половину ума самого глупого мужчины. И вот я, ну, считаю, что вот это такая универсальная на самом деле поговорка. И когда вот есть какие-то там мужички, тоже эти активисты, там, там что-то говорят, я говорю, зачем вы спорите с этими женщинами? Они в половину ума самого глупого, самого там алкоголизированного нашего там, значит, активиста вот этого Аяна БНД, который там худо-бедно там 2-3 слова может там комбинировать и так далее. Ну, он тупой и глупый, короче. Так вот, они в половину его ума. Даже самая умная вьюшка среди них. И все почему? Потому что они не говорят утром, днем и вечером. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Повторяйте это каждый день по 3 раза утром, днем и вечером. Визуализируем независимую Бурятию. Создаем положительное мышление. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Мы победим. Всем пока и до новых встреч. Вот ваша вьюшка.